Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейкшара. 12 ноября Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Марины Пиля министром юстиции Республики Абхазия. Кроме того, указом Рауля Хаджимба Олег Домени освобожден от исполнения обязанностей директора Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Следующим указом глава государства назначил директором ЦСИ Гиви Габния. Указами президента также назначены начальники госуправлений. Начальником управления по землепользованию и кадастру назначен Адамар Ахуба. Начальником управления по строительству Тимур Агрба, начальником управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава, начальником архивного управления Роман Гвинже, начальником управления по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Миквабия, начальником управления по энергетике, транспорту и связи Рабистан Габля. Начальником управления по экологии и охране природы Савелий Читанава. Глава государства подписал указы и о назначении начальником Государственной инспекции по карантину растений Аркадия Джинджи, а начальником Государственной ветеринарной службы Романа Джопуа. Сухая и теплая погода, установившаяся в республике в последние дни, способствует расширению площади лесных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 15 человек личного состава пожарно-спасательной станции города Учимчира направлены на тушение пожара в высокогорный район над селом Ачгярда. Огонь распространяется в труднодоступном месте. Подъезд спецтехники к месту возгорания затруднен. Локальные очаги пожара в основном горит сухостой и подлесок, отмечены и в Творчатском районе. К тушению привлечены до 10 человек личного состава. Причиной возгораний, по словам руководства пожарно-спасательной станции города Творчал, является человеческий фактор. Глава правительства Валерий Бганба подписал распоряжение об оптимизации общей штатной численности ряда государственных учреждений Республики Абхазия, согласно которому Фонду репатриации необходимо провести в установленном порядке оптимизацию общей штатной численности работников не менее чем на 15% в срок до 20 ноября 2019 года. Министерству здравоохранения и социального обеспечения, Министерству демографии и репатриации, а также Государственному управлению по строительству в срок до 25 ноября 2019 года представить в Кабинет министров отчет о проделанной работе по оптимизации штатной численности работников подведомственных государственных учреждений. К другим новостям. В Сухуме открылась международная конференция «Архив как атрибут государственности», приуроченная к 90-летию Государственной архивной службы Абхазии. Конференция будет проходить в 2 дня с 12 по 14 ноября. В первый день состоялось пленарное заседание с участием руководства Абхазии, а также представителей российских архивов. Специально к этой дате была подготовлена презентация 2 документальных сборников, авторами которых стали студентки РГГУ, наша соотечественница Милана Бжаня и ее коллега Анастасия Князева. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Международная конференция «Архив как атрибут государственности» открылась в зале Кабинета министров под звучание государственного гимна Абхазии. Тропа к познанию истории лежит через изучение архивных документов, а архивы нашей страны, пусть и небольшая, но очень важная часть мирового документного наследия человечества. Учреждение архивов в республике неразрывно связано с установлением советской власти. Советская власть в Абхазии победила 4 марта 1921 года, а уже 20 мая того же года был издан приказ Ревкома Абхазии, в котором говорится: первое. Вменяется всем учреждениям и должностным лицам в обязанность строго следить за целостностью находящихся в их ведении архивов, имеющих чрезвычайно важное государственное значение. Второе. Предлагается всем частным лицам, имеющим у себя документы из расхищенных архивов, учреждений и должностных лиц, недельный срок со дня объявления приказа представить онные по принадлежности или же сдать в канцелярию комиссариата по внутренним делам Абхазии. Третье. Лица, не исполнившие настоящего приказа, будут преданы суду революционного трибунала и судимы по всей строгости революционного времени. В становлении и развитии местной архивной службы велика заслуга абхазского научного сообщества. Его представители на протяжении долгого времени, понимая значимость архивов, постепенно создавали условия для организации архивных учреждений на территории Абхазии. Задолго до принятия постановления об организации архивного дела в СССР Абхазии началась подготовка к нему. Уже 18 октября 1928 года председателем Совнаркома
ССР Абхазии Нестором Лакоба был рассмотрен вопрос о руководстве архива, и с 2 февраля 1929 года исполняющим обязанности заведующего архивом был назначен Михаил Михайлович Иващенко, человек, оставивший заметный след в просвещении, культуре и науке Абхазии. Судьба абхазской архивной службы уникальна и драматична. За многие годы функционирования специалисты смогли собрать и систематизировать значительное количество ценных документов касательно территории, не ограниченной пределами современного абхазского государства. Материал, хранившийся в здании абхазского архива, и сегодня не теряет своей значимости с исторической точки зрения. После сожжения архива во время Отечественной войны народа Абхазии большая часть документов была утрачена. Погибло более 95% Государственного архивного фонда республики. Погибла также уникальное книгохранилище, научно-справочная библиотека, хранившая помимо справочной и археологической литературы всю изданную на территории Абхазии литературу всех жанров с 1907 года, то есть осуществляющую функции книжной палаты республики. Государственная архивная служба республики преодолела трудный период времени и сегодня стоит на пути возрождения. Профессия архивиста предполагает наличие определенных знаний и серьезного подхода к работе. С юбилеем абхазских специалистов поздравил спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия. Поздравительный адрес премьер-министра страны зачитал первый вице-премьер Даур Аршба. Путь, пройденный вами со дня основания управления, символизирует борьбу нашего народа за восстановление исторической справедливости. Пережив немало испытаний, связанных с последствиями Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов прошлого столетия, Государственное архивное управление Республики Абхазия продолжает сохранять главные традиции архивного дела, занимаясь непосредственным сохранением исторической памяти народа и государства. Среди многочисленных гостей мероприятия представители Государственного архива Российской Федерации. Уважаемые коллеги, руководство и коллектив Государственного архива Российской Федерации сердечно поздравляет Государственное архивное управление Республики Абхазия с красивым 90-летним юбилеем. Наш архив всегда с огромным уважением относился и относится к самоотверженной работе коллег-архивистов Абхазии по собиранию и сохранению документальных свидетельств порой драматичной истории абхазского народа. Стоит отметить, что то самое постановление ЦИК АССР от 1929 года о начале работы архивного управления Автономной Республики также было безвозвратно утеряно. В честь 90-летнего юбилея Абхазского архива московские коллеги привезли в дар копию этого ценного документа. Чтобы стать архивистом, недостаточно просто захотеть, важно проверить себя в кропотливой работе. Осознавая этот момент, мало кто из современной молодежи выбирает для себя данную профессию. Однако среди наших соотечественников есть люди, готовые взять на себя подобную ответственность. Молодой специалист, подготовленный в рамках современного образования на базе Российского государственного гуманитарного университета Милана Вжания вместе с коллегой Анастасией Князевой подготовила к изданию 2 сборника документов «История революционного движения Абхазии 1905-1921 годы» и «Абхазия туристическая». Одним из приоритетных направлений использования архивных документов является привлечение их в качестве доказательной базы в борьбе с попытками искажения истории. И еще одна отличительная черта архивов, о которой меньше говорится, чем она заслуживает. Подобно гербу, флагу и гимну, архивы являются символом государства. Поэтому в государстве архив должен занимать особое место как атрибут государственности. Рецензентами по вышеперечисленным изданиям с абхазской стороны выступили представители науки. Среди них такие видные историки, как Аслан Авицба и Олег Бгажба. Когда ко мне обратились с просьбой рецензировать, я, не задумываясь, с удовольствием согласился. Для себя я там подчеркнул много интересного. Я поздравляю их с большим успехом и считаю, что им на этом не стоит останавливаться, просто нельзя. Международная конференция «Архив как атрибут государственности» продолжит свою работу в Сухуме 13 и 14 ноября. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кови с делегацией из Китайской Народной Республики, в составе которой заместитель председателя Китайско-Азиатской ассоциации экономического развития Лю Яджун и директор офиса в Шаньчжи, главный инженер фирмы China Unicom Лонг Вейбо.
Во встрече также принял участие вице-премьер-министр финансов Абхазии Джансух Нанба. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны. В рамках встречи абхазской стороной была высказана высокая заинтересованность в двустороннем сотрудничестве и подчеркнуто, что экономическая политика Абхазии открыта для инвесторов и для двустороннего диалога. В ходе встречи стороны обсудили ряд приоритетных проектов экономического взаимодействия. С целью дальнейшего, более тесного информационного сотрудничества с районными телекомпаниями Абхазии 12 ноября руководство телеканала «База ТВ» подписало соглашение с телекомпаниями городов Гал, Гудаута и Гагра. В рамках взаимного сотрудничества будут созданы совместные проекты, нацеленные на развитие и укрепление связей республиканских и региональных СМИ, в числе которых еженедельный совместный информационный выпуск «Время новостей. Районные вести» на канале «База ТВ». Каналы будут обмениваться телерепортажами, телепрограммами, отражающими экономическую, социальную, политическую, культурную и спортивную жизнь городов и районов страны. В рамках соглашения также будут реализованы проекты по обмену опытом между сотрудниками новостных отделов и многое другое. Я думаю, что это нам даст возможность расширить свое информационное сотрудничество, информационное пространство, даст возможность районным телекомпаниям работать у нас в эфире, поставлять свои новости, конкурировать в одном выпуске, представлять свои материалы. Расширяем мы ваше информационное пространство. Галичские новости станут новостями всей страны, гагерские, гудаутские также. Я думаю, что это вот такой процесс сотрудничества выведет нас всех вместе на другой уровень. На площадке Арс Мира исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварчи рассказал об итогах инспекционных выездов по районам Сухума. Все подробности у Алики Трапш. Работы по устранению выявленных в столице проблем уже начаты, сообщил журналистам, подводя итоги прошедшей недельной инспекции, исполняющий обязанности главы Сухумской администрации Кан Кварчи. Так, городские службы расчистили территорию в районе Киласурского моста, покрасили ограждения и наладили освещение. Подобные работы были проведены и на Красном, Белом и Синопском мостах. Как отметил Кан Кварчи, практически во всех районах города встречаются идентичные проблемы: несанкционированные торговые точки и постройки, проблемы с канализацией и уборкой территории. Вы видели, в районе пляжа Синоп у нас незаконно стоит автозаправочная станция, которая не отвечает ни архитектурному плану, ни противопожарным, нормам. Мы уже лично людей вызываем, разговариваем с ними. Мы уже достигли соглашения, что к концу года мы эту автозаправочную станцию оттуда убираем и будем облагораживать эту территорию. Там есть еще некоторые будки, так называемые в народе. То есть это вопрос тоже решаемый. В ходе прошедших инспекционных проверок особое внимание Кан Кварчи уделил заброшенным и полуразрушенным постройкам, которые портят внешний облик столицы. По словам исполняющего обязанности главы администрации, он проследит за тем, чтобы владельцы и арендаторы привели их в надлежащий вид. На Сухумском центральном рынке также было выявлено немало проблем, среди которых организация стоянок частного и общественного транспорта и торговля в неположенных местах. Эти проблемы уже решаются соответствующими службами, отметил Кан Кварчи. При этом исполняющий обязанности мэра столицы подчеркнул, что население с большим пониманием отнеслось к проводимой работе. Вы знаете, если просто так попросить уйти, бросить их, это тоже неправильно. Мы подошли по-другому. Мы когда их разместили, я, например, администрация отправила людей, с каждым постарались с этими людьми встретиться, узнать, устроились они, как им там чувствуется на новом месте. У них были какие-то там пожелания в том плане, чтобы где-то там что-то им сделать. Мы постарались эти моменты тоже убрать. То есть вот в человеческом плане надо индивидуальный подход, видимо, каждому человеку находить. Исполняющий обязанности главы города намерен провести масштабные работы по озеленению и облагораживанию Сухумской набережной. От Абхазского драмтеатра до кафе «Пингвин» в скором времени посадят 61 пальму, купленную в Италии, на его личные средства. Кан Кварчи отметил, что это его подарок родному городу. Но на более масштабные работы по капитальному ремонту набережной Диоскуров у столичной администрации нет средств. Мы предварительно с главой государства и с премьер-министром обговаривали этот вопрос капитального ремонта существующих колонн и набережной, вообще в целом всего. Для этого, конечно, необходимы большие средства.
но хотя бы вот как бы двумя этапами или как, чтобы нас в эту российскую помощь нас в эти проекты включили. Касаясь тех работ, которые проводятся по итогам инспекционных проверок, Кан Кварчи отметил, что они проводятся в рамках заложенных в городской бюджет средств. Управление наше коммунальное, есть его подразделения, которые, каждый из них финансируется отдельно, предусмотрены бюджетом города. Мы просто начали заниматься своим профессиональным делом, что мы должны были сделать. Кан Кварчи сообщил и о кадровых назначениях в мэрии. Порядка 70% руководящего состава администрации города Сухум обновлено. Мы подходим по вопросу, во-первых, молодые кадры, их непрофессиональный подход к вопросам и все остальное. Я старался просмотреть штатное расписание. Честно говоря, как по Гоголю, очень много мертвых душ. Зарплатный фонд у нас увеличивается, а продуктивности никакой нету. Дело в том, что их нету, естественно, все страдает. Но и как-то вот не очень понятно, даже чем эти люди там занимаются. Но, наверное, процентов, я вам скажу, где-то 30 просто персонала, их вообще нету. Мы с этим вопросом столкнулись и поэтапно начали решать. Инспекционные проверки по городу будут продолжены, отметил, завершая пресс-конференцию, исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварчи. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. 15 ноября при поддержке Министерства культуры в Абхазской государственной филармонии пройдет благотворительный концерт обладателя ордена Ахтапша третьей степени ансамбля народной песни и танца «Эрцах», все вырученные средства от которого будут перечислены в КБФ Ашана. Подробности предстоящего события организаторы мероприятия рассказали в пресс-центре «Спутник Абхазия». Репортаж Гугуцы Вардания. Плавные движения, синхронность и грация. Солисты народного ансамбля песни и танца «Эрцах» демонстрируют одну из постановок своего репертуара перед журналистами. Идея организации благотворительного концерта в поддержку тяжело больных детей возникла у заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа давно. Однако из-за плотного гастрольного графика коллектива реализовать задуманное стало возможным только сейчас. Конечно, равнодушно не можем смотреть иногда, когда рекламируют нас в стране, когда больные дети есть. Мы решили внести своеобразную свою лепту. Во всех отделах распространили билеты, насколько я знаю, поддерживают. И администрация Ачимчирского района отдельно хотят свою лепту внести. Я думаю, они отдельно перечислят вам тоже приличную сумму. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на лечение подопечной фонда Ашана 7-летней Сабины Пачулия, у которой диагностирован сколиоз 4-й степени. Девочка нуждается в срочной операции в Новосибирске. Необходимо собрать 700 тысяч рублей. Мы знаем, что вся необходимая сумма во время концерта не соберется, но если соберется хотя бы часть от стоимости лечения, это уже будет очень хорошая поддержка. Мы цены на билеты сделали доступными, это 300 и 200 рублей. Надеемся, что каждый, кто услышит о благотворительном концерте и о цели концерта, придет поддержать. В этот же день главной акцией фонда «Спасем жизнь вместе» исполняется 8 лет. За эти годы организацией проделана колоссальная работа. Собрано более 56 миллионов рублей. Оплачено более 330 курсов лечения. Вылечено 220 тяжело больных детей. Я думаю, что это цифры, которым мы все вместе можем гордиться. Также мы подводили итоги работы акции в этом году. Год еще не завершился, но с января по октябрь нами было собрано более 9 миллионов рублей на лечение 59 тяжелобольных детей. Я хочу сказать, что это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году мы успели помочь 33 детям. Программа ансамбля народной песни и танца «Эрцах» красочная и разнообразна. Артисты порадуют зрителей новыми зажигательными номерами, постановками из нартского эпоса. Билеты можно приобрести в кассе
Госфилармонии. Концерт состоится 15 ноября в 6 часов вечера. Данный благотворительный концерт – это не только приятное времяпровождение, но и возможность помочь больным детям. Спасем жизнь вместе. Гугу Савардани, Нал Гухава, Абхазское телевидение. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом в поликлинике Центральной республиканской больницы будет проводиться специальная акция «День открытых дверей», в рамках которой любой желающий может бесплатно сдать анализ крови на содержание глюкозы, гормоны щитовидной железы, инсулин, различные торч-инфекции и получить консультацию у врача-эндокринолога. Акция будет проводиться 13 и 14 ноября с 9 утра до 2 часов дня. В рамках международного боксерского шоу «Короли нокаутов» абхазский боксер Батал Чежья проведет бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии WBO. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на площадке отеля «Азимут». Соперником Батала Чежья станет 20-летний украинский боксер турецкого происхождения Джамал Усманов, который будет защищать свой титул. Батал Чежья провел 9 боев и одержал 9 побед на профессиональном ринге. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Пробокс». В России занимает 8-ю строчку в рейтинге профессиональных боксеров и находится на 154-й позиции в мировом рейтинге. Ранее аналогичный титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBO завоевал другой абхазский боксер Игорь Адлиба. На вечере профессионального бокса в Екатеринбурге он победил спортсмена из Венесуэлы Эдди Кальминареса. Водоканал города Сухум сообщает, что в связи с заменой участка водопровода по улице Акиртава 13 ноября с 9 утра до 17 часов будет прекращена подача питьевой воды в районе Кадорского шоссе, Турбазы, Комсомольского шоссе на улицах Батумская и Чанба. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.